Салем, құрметті достар! Сегодня 5 июля, и мне исполнилось 38 лет. И сегодня я начинаю свой обзор по достопримечательностям Якутска и местам, которые важны для меня, как для якутянина. Итак, принимаю ваши поздравления. Всего 38. Добро пожаловать! Желание, мое желание, оно всегда со мной. С днем рождения! Я решила, все-таки уйти от стереотипов того, что нужен обязательно торт. Пусть будет мороженое. Но хочется, чтобы меньше мучного, чтобы употреблять. Пускай мороженое. Сегодня очень жарко. И в этот день мы пройдем по местам, которые имеют особое значение для меня и для всего Якутска. Это будет, я очень надеюсь, что вам понравится этот обзор по Якутску, и буду ждать ваших комментариев. Все? Сижу, монтирую видео и поняла, что первое, я слишком много говорю, оказывается, я это, честное слово, не замечала, теперь замечаю. Начинаю исправляться, убираю это слово. И второе, это то, что я слишком на большое расстояние уходила от Ники, из-за этого нету моего голоса. То ли из-за ветра, или из-за расстояния, скорее всего. Поэтому некоторые видео будут обрезаны. И то, что я хотела донести, я буду уже записывать на сам CapCut. И, кстати, по поводу интервью. Вообще, кому не подходи, все отказывают. Это как-то максимально странно. Но, ну а что делать? И мы взяли интервью у двух ребят, молодых ребят. Огромное им спасибо. А другие вообще там нет, отходят. Странно. Ну ладно, ну вот так вот. Ну а что поделаешь? Так что смотрим. Что делаешь? Сегодня у меня день рождения, и я вот это делаю. У мамы не растут огурцы. Но оказалось то, что она слишком, не срезает лишнее. И вот Ника показала, как это делать, и теперь я помогаю. Мама, так в Нерингре, на Исехе, я говорила, что каждый район празднует свой Исех. Еще вот в Тати игры манчары проходят. Но мы не поехали. Сегодня у нас будет, ребята, экскурсия по Якутску. И я буду показывать места, значимые, я думаю, и для Якутска, ну и для меня, конечно же. А так сейчас вообще жарко. Все эти дни с момента приезда было холодно. И мне это нравилось, потому что, я особо жару-то не люблю. Особенно здесь, когда нет деревьев, тенечка. Но сегодня очень сильная жара. Прямо вообще в мой день рождения. Спасибо, ветерок есть. И сейчас поедем. Я такая нарядная вышла и забыла, что надо огурцы исправлять ошибку работы мамы. И теперь все, почти закончили. Вот так завязываем. Из меня огородник никакой, сразу скажу. Но стараемся, тем не менее. Что имеем, тому и рады. Мама вообще обрадуется, я думаю. Давай. Давай. Сегодняшний день рассказа про родной Якутск я хочу начать с нашего медицинского центра. Посмотрите, пожалуйста. Этот медицинский центр был основан указом президента Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым. Почему вот я именно это хочу подчеркнуть? Потому что давайте вот так пройдемся, да? Потому что Михаил Ефимович Николаев был одним из самых, можно сказать, ярких патриотов своей республики. Он стал основоположником развития всей республики. Именно с того, как он начал
можно сказать, президентствовать, начались изменения в республике. И в частности, вообще я хочу выразить огромную ему благодарность за то, что он дал шанс таким детям, как я, из обычных семей, которые хотели достичь чего-то в жизни, да, но не было каких-то там финансовых благ, можно сказать, да. Благодаря его работе у меня была возможность поступить в один из самых престижнейших университетов Санкт-Петербурга. И это вот он повлиял на мое развитие и на развитие тысяч таких якутян, как я. И вот медицинский центр, он тут получается 4 вот таких корпуса, и там еще есть большой корпус. И национальный вот центр медицины, он был основан в 1993 году. И вместе с ним одновременно началась, можно сказать, эпоха подготовки кадров, так как вот этот медицинский факультет начал преобразовываться, потому что вот построили, да, одно дело построить, но нужны и врачи, медицинские работники, квалифицированные. И вот как вот началась эта работа, удалось удвоить число студентов-медиков в будущем, и таким образом спустя 8 лет, после введения медицинского центра, началась вот, можно сказать, врачи начали проводить операции на открытом сердце, пересадки органов и делать экстракорпоральное оплодотворение. В этом медцентре я лечилась долгое время. Каждое лето я ложилась в эту больницу, и поэтому сегодня этот день начался именно с медицинского центра. Михаил Ефимович Николаев умер 4 августа 2 года назад. Похоронен он в Хангаласском районе, в селе Актемцы, откуда он и родом. Хангаласский район вы, надеюсь, помните, потому что мы в него заезжали после Алданского. Это вот именно район Ники, родной район. Что еще сказать? Когда он умер 4 августа, для всех якутян это был днем скорби, одним из тихих дней, потому что он занимал и занимает по сей день особое место в сердце каждого саха. И я сейчас хочу прочитать его слова напутствия для врачей, медицинских работников, когда вот стартовала именно работа медицинского центра. Будьте мудры и бесстрашны, идите всегда вперед во имя знаний, всегда будьте верны священной клятве Гиппократа и принесите благоденствие своему народу. Он до последнего думал о своем народе и делал все возможное для развития Республики Саха-Якутия. Так, ребята, вы сейчас видите Олон Холленд, так он называется. Это он строится, по официальным данным, он строится с 2006 года. Стройка, она тянулась, и вот в 2025 году мы видим вот такой Олон Холленд. Для чего он вообще создан? Это культурно-туристический комплекс, признанный увековечить и популяризировать якутский эпос Олонхо. Вообще он задуман как место, где можно будет познакомиться с культурой народа Саха, да? В частности именно Олонхо. Вот тут такой он красивый, интересный. Было много споров по поводу моста через Лену или Олон-Холленда. Но как видите, вот Олон-Холленд стоит, и строится уже вот дорога, ремонтируется, можно сказать. Сейчас нашим третьим местом будет Триумф, спортивный комплекс. И до встречи в Триумфе, вот он стоит. Смотрите, спортивный комплекс Триумф. Вообще он был открыт в 2012 году к 5-м международным играм «Дети Азии». Вообще идеей строительства, идею дал этот олимпийский чемпион Пинигин. Пинигин Павел, по-моему. Вот посмотрите, какой он красивый вид. Тут строительство идет. Он состоит вообще из 3000 мест.
Ага. Состоит из нескольких блоков, еще блоки для спортивной медицины, тренажерные залы, гостиничные номера, ну и, конечно, общежитие. Он включает в себя залы для различных видов спорта, и вообще есть даже восстановительный центр для спортсменов. Ну, поскольку тут идет строительство, ага, мы решили не заезжать, потому что пробки. И вот смотрите, вот рядом с Триумфом стоит еще этот, спортивный комплекс «Юность». Тут играют в футбол, бегают люди. Ну, а мы едем дальше. Едем мы, ну, предполагаем, что следующая остановка это будет уже дом Арчи. Ага. И меня радует то, что вот все равно, несмотря на то, что сейчас происходит в стране, не забывают делать дороги. Скажу, что дороги это все-таки боль всех якутян. Страшно, неудобно, пыльно. Но в любом случае это родина, и мы ее любим. Ага. И мы радуемся, когда вот все равно делают, несмотря ни на что. Сейчас мы проезжаем вот такой студенческий район, можно сказать. Это столовая Сергелех, это общежитие 66-я, по-моему. Ага. Ну, поскольку я тут, как бы, студенчество мое проходило не здесь, я многое пропустила, можно сказать. И вот такой студенческой жизни, как в Якутске, у меня не было, к сожалению. Сейчас мы проезжаем улицу Каландрашвили. Посмотрите, здесь была наша студия кондитерская. Также рядышком вот место моей первой работы, можно сказать, ага, управление судебного департамента, с которой началось именно мои изменения. Мы встретились, ага, с Никой, познакомились и как-то решили начать свой бизнес. Это кондитерскую студию. И уволились с должностей бухгалтера. Ага, вот Ника бухгалтер, я бухгалтер. Это такое чувство, как будто это было в прошлой жизни, ребята, вообще. Так, мы сейчас проезжаем Теплое озеро, Ди называется. Ага, вот посмотрите. Вот такой Якутск. Ага. Как видите, у нас очень, ну, как бы деревья отсутствуют, все равно это ввиду ну, как бы вечной мерзлоты. Что есть, стараемся, сажаем. Вот это дом прокуратуры, по-моему. Здесь у нас, вот тут я тоже работала, когда была в консалтинговой компании. Там сейчас мои клиенты находятся. А там клуб. Ага. Уже театр эстрады. Кинотеатр Лена, вот за ним театр эстрады. Ага. Мы едем в ту сторону. Вот такие эти пазики проехали. Ага, пожалуйста. Нынче проезд стоит 52 рубля. Наличными, картой там 50, еще чем-то 48. И так очень много тарифов этих. Ага, 52 в тенге это будет, ну, вот умножаем на 6, сколько будет? Больше, чем, конечно, в Казахстане. Вот. Еще в планах у нас, кстати, ребята, отснять поход в магазин и показать вам, сколько стоят продукты. Но сегодня мы будем разговаривать именно про такие знаковые места. Ну, можно сказать, достопримечательности, но это в любом случае такие знаковые места для меня. Дорогие мои, сейчас мы находимся в доме Арчи, что по-якутски означает Арчиджете. Он был построен в сентябре 2002 года. Ага, в честь 370-летия города. Вообще тут этот дом Арчи выполнен в таком традиционном якутском стиле. Ага. Тут стоят серьги. Серьги это вообще священный столб, навязь, ага, который символизирует связь мира, связь с миром духов. Ну, смотрите, в доме Арчи он для чего построен? Да? Для того, чтобы здесь делать обряды очищения, ага, очищения очищение, благословение. Вот здесь, ага, эти обряды проходят. Также можно зайти вовнутрь. Вообще, если честно, я сама не была внутри ни разу. Мне как-то сказали, что вход туда платный. Ну, не знаю, можем проверить. Давайте проверим. Да? Попробуем зайти. Ага. И посмотрим.
Ну, а так очень стильно, красиво смотрится. Сегодня суббота, 5 июля. Я как бы не думаю, что он открыт. А, нет, открыт, оказывается. Итак, друзья, мы смогли зайти в дом Арчи, и посмотрите, на что мы наткнулись. Это чороны, ага, это национальная якутская посуда, из которой пьют кымыс, ага, бырпах. Видели, наверное, видео про Исых, там было у нас раздавали кымыс, ага, священный, поили гостей. И вот посуда, посмотрите, насколько она похожа ли вообще с с казахской посудой. Очень красиво выглядит. И сейчас, конечно, в современном мире чороны уже не такие деревянные, есть и, как называется? Фарфор, ага. Посуда есть. Помните, наверное, Камилек показывала еще во время Исыха. Вот еще. О, как красота. Ну и такой дом Арчи. Спасибо огромное. Посмотрите, какие двери, красота. Сейчас мы едем дальше, ребята. Мы поедем примерно русский театр у меня стоит еще. Старый город. Мы сейчас поедем в старый город и, конечно же, посетим Кружало. Так, ребята, сейчас вот мы едем. Ага, и смотрите, это театр оперы и балета. Что-то там происходит. Айка. Ну и площадь Дружбы называется. Решили, что мы поедем не в Кружало, в старый город, да, а хочется посмотреть царство вечной мерзлоты. Мы там не были. Ну, я не была, Ника была где? Давно когда-то, ага. Хочется его вам показать, потому что у него есть режим работы. И потом, как мы пообедаем еще с вами, и после того, как уже все спокойно сделаем, мы будем дальше смотреть наш город Якутск. Вот, пожалуйста, площадь Дружбы. Ага. И следующая остановка у нас центр царство вечной мерзлоты. Я никогда не запомню это название. Вот такой Якутск. Вот наши деревья, солнышки. Угу. Ребята, смотрите, хочу показать трубы. Ага. Это они расположены снаружи, потому что у нас вечная мерзлота. Посмотрите, какие они. Вот они вот так. Все снаружи, все кишки снаружи. Вот это такая, можно сказать, особенность Якутии. Все снаружи. Ну что, дорогие мои, мы сейчас находимся у царства вечной мерзлоты. До 2008 года это место использовалось в качестве хранилища для продуктов, потому что оно держало именно стабильно низкую температуру. И вот с 2008 года это уже туристическое место, где можно уже посмотреть на саму мерзлоту и почувствовать этот холод. Давайте, пошли. Ну что, ребята, вход стоит 600 рублей, это получается 3600 тенге. Одеваем одноразовые носочки, ботинки, что будет холодно. Поштанники не одели. И, пожалуйста, курточка. Сейчас. Ну все, ребята. Маны костер царство вечной мерзлоты. Да, ну что, ребята, заходим. Ух ты, я вообще ни разу не была. Осторожно, тяжелая дверь, придерживайте. Господи. Так. Как-то
холодно становится, как хорошо. Вот с жары сюда заходить, это максимально круто. Ой, это что? Ух ты. И просто прямо идем. Уже началась, вот смотрите, уже холодно. Ух ты. Ой. Посмотрите, как красиво. Ой, с жары оказаться в такой холод. Фигуру руками не трогать написано. В жару оказаться в такой холод, это максимально круто. Давай фотки сделаем, да? Супер. Это вот сюда можно подниматься, походу, да? И можно сесть. Пожалуйста, вот так садимся. С днем рождения. Спасибо. Сейчас фотографии лыка. Да, минус 50 и не будет. Это все-таки предназначено для того, чтобы хранить продукты же. Ага, в советское время тут хранили продукты. И вот оно... Посмотрите наверх. Какова красота. И тут вообще есть еще отдельная услуга, я так понимаю. Вот барная стойка, видите. Отдельная услуга этого обслуживания. Тут можно, я видела в некоторых, в этих в рилсах, тут из ледяных бокалов пили водку. Такое тоже может быть. Посмотрите, как красиво все-таки. Попасть из жары в плюс 35, это вот барная стойка, я так понимаю. Попасть из жары в плюс 35 в минус, минус 20, по-моему, да, ощущается? Где-то. Меньше, да? Минус 15. Здравствуйте. Что это? Это служебный вход уже. Тут обслуживается. Тут это бар местный, получается. Так, идем дальше. Красота. А так в зиму, наверное, еще холоднее, да, Ника? Как думаешь? Теперь мы проходим дальше. Это комната уже, я так понимаю, влюбленных. Влюбленных, и которые празднуют свою свадьбу. Угу. Посмотрите наверх, пожалуйста. Это прям какой-то аватар из серии Аватара. Ой, красиво. Хорошо так. 3600 тенге стоит того, да? И для человека, который это давно не, вообще в жизни не видел, для меня это вообще очень красиво. Кстати, мне на днях сказали, что это центр вечной мерзлоты. Вообще тут был ремонт, реконструировали. Вот. Реконструировали и вот как-то добавили современности, по-моему. Потому что, вот ты же знаешь, наверное, Ника, да? Не так было. Ника говорит, что не было так. Значит, более такой был. Без этих гирлянд, наверное. Без таких красивых каких-то указателей, наверное. А мы проходим в следующую комнату. Это самый холодный отель в мире. Вот, пожалуйста. Эта комната называется «Самый холодный отель в мире». Ух ты! Ну что, ложимся спать? Мне понравилось то, насколько много людей было, да? Но сейчас мы ходим, и как будто никого и нет. Сами по себе. Вот, пожалуйста, ложимся. Хотите вот так спать? Полностью. Это медвежья шерсть, наверное, еще. Красота. Ой, как свежо. Скажу, не так холодно. И это очень хорошо. Комфортная такая температура. Давай зеркало, Горюха. Вот это мы. Вот Ника. И сразу знаете, что при входе говорят? Красные поменьше размер, серые побольше. Серый средний, синий побольше. Да, у меня средний, да, спасибо. Это он. Он сказал для чего? Для того, чтобы я одела серый. А он еще предложил мне синий. Синий самый большой. Вот. Все убранство этого номера изготовлено изо льда. Температура воздуха здесь не поднимается выше минус 4 градусов. Тут минус 4, оказывается, только. Да? Не знала. Вот дальше уже люди.
Ой, красота. Напишите в комментариях, как вообще вам было вообще интересно. Я надеюсь, что интересно. Это Олонхо, комната Олонхо. Олонхо — это древнейшее эпическое искусство. Мгм. Это эпос наш национальный, можно сказать. Олонхо суты есть еще. Вот, посмотрите, как красиво. Это некий такой билетох. Обряд Иллари, вот это камелек. Ага, это камелек. Ага, и... Ой, как красиво там. Комната Олонхо. И эти фигуры, вот якутские мастера изготавливают фигуры изо льда. В Новый год у нас, к Новому году конкурсы проходят по изготовлению фигур изо льда. Ага. Он стоит тут. Нельзя трогать. А это рыбы. Ага. Рыбаки местные. Ну, наверное, знаете, что... Олата? Скажи это на русском. Да? Да? Почему? Ну, да. Ника, сейчас Ника оденет микрофон, давайте. Как красиво, посмотрите. Вы, наверное, знаете о том, что вообще в Якутии в Якутии очень вкусная рыба. Наивкуснейшая, натуральная. Да, вот Ника одела микрофон. Он у тебя, ты включила его? Ага, включила. Давай, как называется вот? Куюрду турар. Куюрду турар. Куюрду турар один туар варды. Ну, Так рыбу ловит, короче. Вот есть же такое, да, вот ты понимаешь на якутском, о чем это, Ди? Вот ты можешь это рассказать на якутском, а на русский тебе очень сложно перевести все это. У меня вот начинает это возникать. И никогда не думала, что у меня есть проблемы с русским, но с каждым годом я понимаю, что вот на якутском я могу легко изъясняться, а вот на русском сложновато что-то становится. Так, это, пожалуйста, комната покровителя охотников. Бай баяной. Медведи. Кстати, мы же ходили поднимались на гору в Хандаге, и там, оказывается, медведи водятся. Монеты на ледяные фигуры не клеить. Ну, правильно, очень хорошо, то, что такие правила есть. Ага, можно. Вот пофотографироваться. Классно. Вот он. Ты хочешь, да? Уходи. Мы посмотрим, ага. Туристы много ходят, ага. Ой, ну вообще суперски. Тебе как, Ника? Вот посмотрите. Сверху как красиво. Ника, тебе как-то там второй этаж. Горка исполнения желаний. Ого! Исполнение желаний. Да. Прокатимся на горке. Проси на горке желаний. Осторожно, скользко. Перед тем, как исполнить. Да. Сперва желание загадай. Да? Потом тюганы. Ой, нога опасно. Может, ты первая? Ну, давай. Давай-ка я тебя сниму. Тера? Давай. Желание тихо. Ага. Дера? Пахай. Давай я буду Всё, что толкать ли? тебя. Эй, что такое? Слишком легкая была. Да? Давай посмотрим на мне. Осилит ли эта горка мои 70 килограмм? Ой, Господи. Для Ладно. исполнения твоего желания нужны действия. Преодолевай трудности. Иди, не останавливайся. Рыбаска. Ай, мне тоже так же надо, да, сейчас? Не знаю. Попробуешь. Сейчас я попробую тоже.
Да? Я надеюсь, сбудется. Да? Ты приложила немало труда для этого. Ой, ужас. Барды. Ну так. Тоже. Да. А? Надо, наверное, там что-то лежит под того манна. Курибу, ледянка же. А, да? О, чё, Господи. О, блин. На, возьми. Хочешь еще? Давай. Мы без ледянки пошли. Арардым пока. Ага. Гымады молодь. Так. I had to grab the ice. Прикольно! Классно. Супер. Да, я еще хочу. Будешь-то? Чай, опа, да. Ой, знаешь, я. Ну, людей много. Так, ребята, все остались там у горки. Когда мы пришли, никого не было. Это одноярусный мир нечисти. Ага, вот в якутской мифологии есть 3 мира. Это вот нижний мир, серединный мир, в котором живем мы, люди. И есть верхний мир, где живут наши боги. Боги огня, земли. Их множество, ага, им, которым мы поклоняемся. Так, идем дальше. Ой, люди, пускай там остаются, мы дальше пойдем. Вообще горка вообще прикольно, мне понравилось. Итак, что мы видим? Ночь собирается и А начинается. наверное, пока в ранкале, а потом Давай. Это то место, где мы... А, нет. Мир людей, земля обетованная. Это вот мы были в нижнем мире. Это серединный мир. Мир людей. Вот. Тут нарисован... Ой, нарисован бык холода, нарисована соха. И вот этот танец. Помните, да, вот на Сыхе такой круг, солнечный круг. Ага, и мы танцуем все по часовой стрелке. Күн эргиринен. Ага, Серге тоже. И все вот так. Ага. Классно, классно. Лошади, коровы стоят. Дальше. А там, по-моему, смотри, это же... А? Средний. Нет, это же этот... Тохте из этого фильма, помнишь? Что это? Ночь собирается и начинается мой дозор. Этот фильм. Игра престолов. Игра престолов, вот. И там же, вот, ребят, кстати, в Игре престолов есть же вот эта стена. Ага. Эта стена, она как будто вот ей, ну, как бы наши ленские столбы. Может, финские, но они такие похожи. Ага, зимой это же вот такие столбы, которые стоят. И зимой особенно они похожи именно вот на тот, ну, как бы на те стены из этого фильма. Вот, пожалуйста, волк. Ой, суперски, посмотрите. Ух ты, как будто настоящий. Мана карт скажи, да. Теорема, блин. Ага. Мандак что? Мы в центре вечной мерзлоты. Так, посмотрели ли мы на комнату Игры престолов? А это что? У нас ремонт. Вот, посмотрите, просим не заходить. Ну, я скажу вам... и это верхний мир, получается, бесконечная вселенная. Я скажу, очень много комнат, очень много всего. Как красиво, ну ты посмотри. Ага. Вот Илинке Бихер. Ага. Кстати, в комментариях мне рассказали, написали, оказывается, про то, что Илинке Бихер это своего рода защита спереди, а Калинке Бихер это защита сзади. Ага, и
Это вот Батурдар Инкенера Углахта. Это вот бесконечная вселенная, верхний мир. Пожалуйста, посмотрите. Как красиво. И музыка такая. Драйвовая. Скажу, комнат много, оказывается. Интересно. Угу. Это у нас что? Это у нас загадочная якутская культура, полна мифов и легенд. В Якутии распространено вероисповедание Ар-Аю, одно из ответвлений тенгрианства. Древней религии народа Саха характерно обожествление природы и почитание духов предков. А это легенда или настоящая? Сколько Знаешь, градусов? легенда, знаешь, что нет. Какой? Не по истории. Минус Они что, сами 7, придумали? 8. Минус кас? Минус 8. Минус Вообще 8. не понимаю. Температурный минимум Правда или миф? зафиксирован в отметке минус 61. Да. 61? Ну да. Все, да. Еще это хаджалар, это дети гуляют с бабушкой. Прикольно. Но дети говорят на русском, и бабушка такая. «Салыхан», говорит. То же самое Ксюша. Богатырь с кулак. Это сказка. Богатырь с кулак. Это Меник-Меник Янджи. Это народная сказка о глупом, но везучем мальчике. Это вот на якутском сказка Меник-Меник Янь. Герои сказок стоят, оказывается, тут. А это у нас Аламагус. Оказывается, в переводе это близорукий обжора Аламагус. А наиболее часто встречающимся образом сказочного противника является Аламагус, великан-людоед, который съедает животных и детей, и, не наевшись, хочет съесть самого главного героя. Но ему это не удается. Бутурды. А вот Аламагус. А это Валлахана Бейберкена Мяхсин Бахалах. Тал-тал эмерси. Тал-тала Мяхсин. Эта сказка учит тому, что сила относительна, и даже самые могущественные имеют свои пределы. Также сказка учит уважению к окружающему миру, признание силы природы. Бутурар Бейберкена Мяхсин. Бисан Ахта Бейберкена Мяхсин. Старушка Бейберкен с 5 коровами. Это сказка. Ее сильное желание было... И вот эти 5 коров, вот они стоят. Ее сильное желание было иметь дочь, способствует мистическим силам, превратить цветок в прекрасную девушку. Образ старушки учит детей верить в чудеса, не терять надежду и стремиться к выполнению поставленной цели. Вот об этом, пожалуйста, сказка Бесан Ахтар Бейберкена Мерси. Вот она стоит. Так, ну что, дальше проходим. Дальше у нас комната. Ух ты, это что такое? Это вот копейки, драконы. Это вот тоже вот с этого, да? Ой, дракон. Игры престолов, видишь? И это тоже из Игры престолов, да? Смотри, тут везде копейки, везде монеты. Рубли. Ну и вот дракон получается. Ага, да, барыха. Фотографироваться здесь не будем, наверное, да? Ой, ага, ой. Ой, давай сюда зайдем. Так, мы заходим в следующую комнату. Это комната, о чем там не написано, да? Мы этот. Фу, тут мамонт. Как вы знаете, Якутия славится тем, что здесь нашли именно вот останки мамонтов, бивни мамонтов.
Ага, если будет возможность, хотелось бы, конечно, сходить еще в музей Мамонта и в краеведческий. Сегодня, к сожалению, они не работают. Оказывается, музеи, Господь, работают только по будням. Работает. Ну, краеведческий, ну, хочется все-таки в музей Мамонта. Мгм. И, Молодец. ага, и вот смотрите, Якутия, родина мамонтов, как и вот про мамонта, оказывается, это была комната. Так, ой. Вот рядом с этим пытались, оказывается, фотографироваться. Вот дракон. Так, дальше. Едим там, Надя. Да, давай. Едим там. Ага, давай я подержу. Не, я. Давай я Другой подержу. рукой. Так, тоже просим, не заходи. Ну, походу, уже все, да, Ника? А? Билбедиме? Это что? Резиденция Деда Мороза. Ой. Давай тут мы сядем, мы селфимся хотя бы. А? Кельман, мы сейчас в комнате резиденции Деда Мороза. Ага. Резиденция Деда Мороза. Пожалуйста, снеговик. Ага, окошко. И получается такой якутский камин. И, конечно, как у любого Деда Мороза, есть свой престол рядом с елочкой. Хорошо, давай каждая сфотографируется тут. Да? Ага. Ага. С Новым годом! Тоже темновай. Тоже темно, да? Тогда не надо. Ну вот, Видите, посмотрите. как Ага, посмотрите. Хочется Нового года. Новый год, он такой какой-то волшебный, и мне очень жаль, потому что, от того, что вот мы как-то Новый год не праздновали в течение 10 лет, потому что кондитерская была, и новогодние дни были самые такие прибыльные, ага, можно сказать, и за счет Нового года мы жили там 2-3 месяца. Поэтому приходилось работать. Угу. Но очень хочется в этот Новый год встретить в Алмате наконец-то. Угу. И будем праздновать. Давай я подержу теперь ты. Ой, как красиво что-то. А это тут что? Ага. Так, это экспозиция «Анатомия холода». Ага. Это уникальная комната, где история встречается с наукой. Ух ты, посмотрите, как красиво. Ух ты, это что лежит? Это кости? Это крестец мамонта. Мамонта с остатками мягких тканей. Что-то очень темно, но давайте пробуем вот так. Ага, вот, пожалуйста. Крестец мамонта с остатками мягких тканей. Дальше идем. Что у нас? Это коренной зуб шерстистого мамонта. У мамонта одновременно было всего 4 зуба. 2 в верхней челюсти, 2 в нижней. В течение жизни зубы менялись 5 раз. Вот, пожалуйста, это коренной зуб. Очень красиво. Череп шерстистого носорога. Северная Якутия. Ну ты посмотри, да? А это вот бивни мамонта. Ага. И вот сама голова, череп получается. Череп шерстистого мамонта. Ага. Найден в 2011 году в Верхоянском районе на термокарстовом котловане Батагайка. Красота. Карта многолетней мерзлоты. Вот. Дальше идем. Что у нас? А это фрагмент черепа первобытного бизона. Угу. Здесь все видно. Вот, пожалуйста. Ну, красота, красота. Ой, мамочки. Скользко еще так. Это шахта Шергина. А это шахта Шергина. Ага. И о чем она? Ух ты! Здесь впервые в мире была измерена температура вечной мерзлоты и доказано глубокое промерзание недр на нашей планете. Смотрите. Глубиной 116,4 метра. Вот эта глубина получается, да? Ну, красиво.
Очень красиво, очень познавательно еще. Итак, мы сейчас, это получается, мы сейчас в следующей комнате. Ну, я скажу, комнат очень много, я не знаю, сколько, сколько у нас получится этот влог, да? Ага. Ай, лучшие друзья девушек, вы знаете кто? Это бриллианты. Это комната, получается, бриллиантов. Ювелирная фирма Керге. Ага, получается, это они сделали. Угу. Так, ну что, посмотрим? Посмотрим. Ой, а так мне холодно уже становится, честно. Ух ты, это что такое? Ну, получается, это не серебро, да? Ага, это не серебро, но ничего страшного. Ага. Серебро тут, конечно, они тоже. А где бриллиант? А где бриллиант? Не знаю, где бриллиант. Хочется бриллиант. Вот сюда надо бриллиант. Вот сюда. Может, там уже был бриллиант. Ой, красиво. Как будто вот такое чувство, вот сегодня 5 июля, как такое чувство, как будто скоро Новый год. А так у меня уже уши начинает мерзнуть. Посмотрите. Якутские украшения. Так, дальше. Скажу я вам, ходить тоже, это немножко есть свои трудности. Скользко. Цирк. Ага, а это цирк, бриллиантовый цирк Якутии. Самый северный цирк. А это мамонтенок. К цирку, не знаю, как сейчас живут цирки, ага. Так, цирки, конечно, тоже это развлечение, тоже это классно, но мне всегда жалко животных, поэтому я особо не посещаю цирки. А это что? Рик. Это вот рекламные, да, современные каменные джунгли, геометрические формы домов. Это что за... Тут еще такая музыка. Это транс какой-то. Тут какая-то дискотека какая-то. Ника, пошли на тусу. Шутка. Ну, походу, уже близится выход. Я думаю, уже и достаточно может. А это что? Лабиринт можно ходить. Там дальше лабиринт. Выход найдет лишь тот. Что там написано? У кого горит сердце. Давай. Смотрим, давайте пройдемте этот лабиринт, посмотрим. Ух ты! Ага. Выход нашли? Да. Сразу уже ориентируемся. Потому что анонимно. Спасибо. Значит, штуку мы не можем сказать. Так. Тут своего рода лабиринт, оказывается, еще есть для посетителей. Прикольно. Ух ты. Не, реально холодно становится, как будто сначала так, нормально. Вау! Хорошо, что я еще переобулась. А мы должны найти выход, и что там должно случиться? В конце что нас ожидает? Какая-то, не знаю. Было бы классно в конце. Да, мы нашли выход, и тут, видать, что-то должно быть. Ну вот так вот. Давай я за тобой. Оно тупикает. Ага, там тупик. Ну, вы посмотрите, вот насколько это красиво. Супер. Так. Ой. Как идем? Ага. А это бык холода. Ага. Что означает бык холода? У нас принято, ну, вот на якутском же могу рассказать, да? Хайдахтиллери, типа, бык холода, вот у него 2 рога, ага, у этого быка холода. И эти рога, они притупляются, они становятся острыми, они разные, ага. То есть, чем жестче зима, то есть, чем зима, как сказать, чем холоднее становится, тем острее рога быка, оно заостряется. Угу. И чем холода снижаются, да, вот ближе к весне, тем рог притупляется, ну и сбрасывает рог
бык сбрасывает эти рога, получается, и становится вот под ним мы ориентируемся именно по холоду. Вот, везде вот бык, холод, да? Это что? Властитель зимы Чисхан. Ага. Как вы знаете, зима у нас начинается с Якутии, с 1 декабря, с самого северного региона. И получается, наш Дед Мороз называется Чисхан. Ага, то есть не Дед Мороз, и еще с Великоустска, как откуда-то приезжает Дед Мороз, ага, к нам, к нашему Чисхану. А? Тоси? Где? А, да? Вот он на Капсярий. Повелитель холод сейчас кольцо, лютый мороз. Вернется позже. Повелитель холода Чисхан сейчас колдует лютый мороз. Вернется позже. Вот его престол, можно сказать. Набись. Давай я буду. На. Ага. И вот каждый год зима в Якутии вступается и права с появлением Чисхана, якутского духа холода, который предстает в виде получеловека и полубыка. В облике человека Чисхан выглядит как старец с длинной бородой. Вот, можно. Вот такая информация вам про нашего Деда Мороза. Его зовут Чисхан. Я опять чуть не упала, Ника. Это тот бар, в который мы, ага, с которого мы начали, да? А, да? Все. Ребятули, ну что, давайте, я хотела бы вот что-нибудь потрогать. Я понимаю, фигуры нельзя трогать, но я думаю, вот эти красивые снежинки можно потрогать. Ой, как они хрустят. Вот посмотрите, какие они красивые. Видно, да? Вау, вообще. Так красиво. А прикинь, нельзя их разрушать. Люди увидят эти видео и оштрафуют. Ну все, так. Якутия несколькими снежинками не обеднеет, я думаю. Господь. Ну и пошли. Ой, холодно, холодно, ребята. Все, тебе холодно, Ника? Холодно. Ага, давай, вот я... Да, нормально. Как давай, тебе? ждем. Да? Как Да. тебе вообще? Расскажи. Сама расскажи. У тебя вообще-то микрофон тоже есть. А ты расскажи, как тебе. Сама расскажи. Мне хорошо. Мне... Вот я хотела услышать твое мнение тоже. Просто я очень... Потому что я же уже была. А, все поняла, простите. Но мне очень понравилось. Ой, мне понравилось. Вообще очень, я скажу, очень-очень много комнат. Красиво, холодно. И, ну, молодцы ребята. Молодцы вообще те, которые вот решили из склада сделать такое туристическое место. Супер, мне очень понравилось. Все, идем дальше. Так, дорогие мои, мы сейчас находимся в старом городе. Это вот реконструкции именно такого исторического купеческого квартала, можно сказать, 19-20 века. И вот сейчас мы будем проходить мимо памятника Ага. Памятник Максиму Кировичу Аммосову. Максим Кирович Аммосов – это именно такой государственный деятель, партийный работник. Его памятник еще расположен в Бишкеке, в Кыргызстане. Ага, наверное, видели. Ага, он был выдающимся советским государственным деятелем, который сыграл ключевую роль в становлении якутской автономии. Также и был направлен в Кыргызстан. Таким образом, наши языки, вот именно якутский, кыргызский, они похожи. Так, дальше идем. Сейчас мы вот хотим пообедать. Вот это, видите, тут еще гирлянды. Ага, вечером прикольно было бы погулять, ага, по старому городу. И Ника, еще было бы классно показать, вот по чему мы ходим. Это дерево.
Ага, дерево же получается, да? Стоит отдать должное еще вот в старом городе, да, стоит отдать должное Илье Филипповичу Михальчуку, который проработал, ну, стал первым мэром города Якутска, и наравне с Михаилом Ефимовичем Николаевым они работали над развитием нашей республики. Ага. Вообще Михальчук, он прожил здесь, в Якутии, 31 год. Это бывший губернатор Архангельской области. Здесь, кстати, похоронена мамой Михальчука. Или были рождены 2 сына, тут родились, и Якутия вообще, как он говорит, стала его малой родиной. Также вот Михальчук, Илья Михальчук, да, стал именно основоположником идеи переноса местности Исыха, местности Усхатын, в котором мы праздновали Исых. Это вот огромная местность. До вот Ильи Михальчука Исых праздновался внутри города, и везде пробки, везде вот, ну, как-то не так было. Это было, по-моему, в ипподроме. Ага. И вот после того, как он перенес вот Усхатын, стало замечательно. И наоборот, вот Илья Михальчук стал таким человеком, который вот, благодаря которому мы стали праздновать Исых более масштабно. Ага, даже попали в рекорды Гиннесса. Ага, более масштабно, круто. И как-то вот пошла вот и сама идентификация. Ага, и, ну, конечно, Михаил Ефимович Николаев тоже стал вот именно тем человеком, который дал, можно сказать, свое, как сказать, ну вот, дал старт самоидентификации народа Саха. Сейчас мы пришли вот в наш ресторан национальной кухни, это Махтал. Решили прийти именно сюда, потому что многие туристы ездят, куда ты говорила? Чочур-Муран. Но мы решили прийти в Махтал, потому что здравствуйте, потому что тут вкуснее, чем в Чочур-Муране. Посмотрите, пожалуйста, вот как это все красиво сделано. На 2-м этаже расположен ресторан, на 1-м этаже кафе. Я хотела бы покушать именно в кафе. Ага. Ты здесь была в стороне кафе? В прошлом году мы с мамой, вот зимой мы приезжали сюда. Вот, посмотрите, ширма какая красивая, якутская. Приезжали сюда покушать, было очень супер вкусно. Итак, давайте посмотрим, какая у нас якутская кухня именно в таком виде, в кафешном. Наверное, ага, в кафешном виде. Так, ну что, я уберу свой микрофон нормально, вот. Ага, пока раш. Так, ребята, мы купили обед. Давайте мы сейчас посмотрим, что это такое. Это индигирка в первую очередь. Индигирка это чир танде. Чир, рыба. Замороженная рыба с луком. Очень вкусная. И сколько она стоит? 550 рублей. Это кёрчак с голубикой. Ага. Взбитые сливки. У тебя микрофона нету, где? Ага. Кёрчак у нас была сколько? 380. А это саламат. Вот, пожалуйста. Саламат, это 180 рублей. Это была сливочное масло. Сливочное масло с мукой было. Ага. Оно горячее подается. Вот в первую очередь нужно вот это горячее съесть и вот это холодное. Потом мы приступаем к гречке с рыбой, конечно же. Мы приехали в Якутию, и, конечно, должна быть рыба обязательно. Дальше, Ника, показывайте, пожалуйста. Вот у Ники тоже гречка с рыбой. Это якутские... Подожди-ка. Ага. Ну все, так, я говорю тогда. Это якутские лепешки, 2 штуки взяли. Винегрет. Да, только гречка была. И тут у нас получается рыба по-королевски. 1 порция 380 рублей стоит. Угу. Лепешка, каждая лепешка 60 рублей. Ну все, азболсын. Ага, мини-гостик, агыакка. Ну просто, ну замечательно. Давай попробуем саламат, да? Давай вот все-таки попробуем, где? Ага. Мы лансетим. Хочу попробовать саламат. Я его как бы не ела. Не ела особо, ну такой жирный же. Манакнул, да? Он такой нежный.
Так вкусно. Теперь кушаем что? Индигюрку давай. Он как десерт. Мгм. Ладно, так, теперь мы... Вот лимончика надо, наверное, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Я не особо любитель вот этого лимона. Ага, вот так. Ну так, кушаем индигирку. Я особо не любитель сырого была, но все-таки какой-то ген победил. И проживая в Алмате уже 3-й год, я теперь хочу кушать сырое. Вот так он выглядит. Вкусно. Офигенно. О, надо его сейчас кушать. Мгм. Мгм. Ребята, смотрите, я хочу показать, вот в каком месте я сижу. Вот, видите, в шерсти. Это как балаган. Саха балагана. Вот в таком месте мы сидим, кушаем. То есть столы не просто столы, да, а они стилизованы. Мгм. Это кафе, то есть это не ресторан. Выше есть ресторан, и тут за такую обычную столовскую сумму ты можешь покушать своей якутской кухни. Ага, и люди приходят обедать, и я вот, посмотрите, ну вообще, ну индигирку мы уже съели, она была просто божественная, сырое. Мгм. Это вот саламат, масло, топленое. Ой, честно, вкусно, очень вкусно. Такое вот так вот. Очень вкусно. Ребята, я еще хочу показать вот салфетницу на каждом столе. Вот такие якутская салфетница ручной работы. Также соль. Для перца тоже. Для зубочисток. И все в таком национальном стиле. Очень красиво. Ну что, Ника голодная, прям вообще. Говорит, постоянно снимаю, все, хватит. Рыба вкусная. Гречка не в тему. Ведь. Ди? Слишком много гречки. Ты съела, да? У меня желудок меньше, чем у тебя, но размер почему-то у меня больше. Мы переходим к нашему десерту. Ага, так, сейчас вот. Ты кушай, ты же голодная вообще. Я вот так сам поставлю камеру. Хочу показать вам, какой он, этот кёрчах. Итак, кёрчах. Тут голубичное варенье. Мы, наверное, вот так смешиваем. Теперь перемешиваем. Перемешиваем его. И вот так. Поскольку я лепешку свою якутскую уже съела с индигиркой и саламатом, переходим и на хлеб. Ничего страшного. Это взбитые сливки в кёрчах. Вот так-то. Хорошо, так и буду делать. Вкусно. Очень вкусно. Вот так. Макаем. Не такой приторно-сладкий, такой умеренный, натуральный десерт. Все. Ну, что сказать. На весь обед мы потратили 2390 рублей. Это у нас будет 2390 умножаем на 6 по курсу 14340 тенге. Нормально? Нормально. Вкусно. Все. Следующая наша локация будет Кружала. Души покушала и хочу показать вообще интерьер. Вот колокольчик вы видели, наверное, на Исехе, что нужно вот делать так, чтобы он звенит. Это предупреждение духом о том, что ты пришел. При входе нужно звенеть. Также вот посмотрите на люстру. Это все конский хвост. Это гардероб. Он закрыт, конечно, это лето.
А на втором этаже у нас ресторан, а мы идем вот в кафе. Вот Ника сидит, кушает. Типа окошко есть, и вот Олбох называется это. Мгм. Вот, посмотрите, ширма такая. Ну, многие сахалар приходят здесь кушать, обедать своей якутской еды. Вот, все в национальном стиле. Ну, вообще красиво, посмотрите. Такое прикольное. И как в столовой. Тут даже, кстати, вот я не хочу вот снимать других людей, да. Это фотон, то есть там, где этот животных держат, коров и посуда. И получается вон прекрасная зона, касса и вот раздача. Ну, вот так вот в общем счете. Кофе с собой даже, оказывается, когда-то было. И вот, посмотрите, это вот как сказать, как шатер в виде этого. У нас что-то рассказала несуразно, как будто, но ничего. Постаралась показать все. Хорошо? Ага. Все. Ждем, смотрим. Это все мех натуральный. И такой вот... кстати, камелек, конечно же, везде камелек. Ага, и ощущение такое, как будто Ника вот в этом сидит. Как балаган. Ага, в балагане сидит. Ага. Прикольно, да? И вот такие деревянные ширмы есть, можно вообще вот закрыться. Так, давайте я вам покажу второй этаж. Чего бы нет. Ага, вот так вот. Выходим. Ну, мы почему не выбрали ресторан? Потому что очень долго нам еще идти. Нам идти долго, показывать все нужно успеть. Вот. И поэтому решили быстренько покушать в кафе внизу. Вот, посмотрите, какие классные барные стулья. Ну и вот такой он ресторан. Людей особо очень много. Так что не буду снимать слишком много людей. Барные стулья показала. Все. Спешим в Кружало. Вованы Барта Саламана. Еще видели, да, на Исыхе тоже вот везде вот эти саламалар. Все, но я думаю, Ника уже закончила кушать. Ну что, мы покушали очень вкусно, посмотрите, даже ковры с национальными орнаментами. Стоит заметить то, что в официантке и вот, которая убирает столы, они все были одеты в национальных костюмах, национальных платьях. Но я без разрешения снимать тоже это не очень красиво, поэтому не стала их снимать. Теперь вот смотрите, делаем несколько метров, проходим несколько метров и попадаем в Кружало. Это торговый центр. Он расположен на месте вот старого. Тут вот были продажи. Тут было здание, где раньше купечество было. И это здание потом обвещало в 1982 году. И на этом месте у нас теперь стоит вот такое здание Кружало, в котором продаются ювелирные изделия. Кстати, Кружало это не просто торговый центр ювелирных изделий, да? А тут у меня, кстати, в 2009 прошла свадьба. Вот так вот, да, вот здесь, Вот здесь, да, прямо здесь у меня была свадьба, Господь. И я отсюда там вот так спускалась, да. И тут был снег, сверху снег падал. Я сидела где-то здесь сидела. Вот так. И вот тут расположено было несколько столов. Да, и мы сняли аппаратуру, которая делает снег, и тут везде снег падал. Вот так. Вообще лох, да. И теперь давайте, друзья, посмотрим. Я хочу показать. Просили в комментариях. В комментариях просили показать якутские украшения. Вот тоже колокольчик. В комментариях просили показать якутские украшения именно в Кружале. Вот, посмотрите. Это бриллианты.
Давайте я буду сразу говорить стоимость тенге. Посмотри тут, Ника. Это золото, да? Или позолото? Здравствуйте. Латунь? Это латунь. Ага. Рядом серебро получается. Иди. А вот это вот, сколько они стоят примерно? Вот вторая. Это в районе 40 тысяч стоит. 40 тысяч рублей, да? Ага. 40 тысяч рублей это вот Они получается. дешевле, чем серебро. 240 тысяч тенге стоит. А серебро примерно? Ну это, там прям большое серебро хочется. Ага, спасибо. Вот, пожалуйста, посмотрите. Еще есть изделия из натуральных камней. Вот якутские, посмотрите. Помните, на Исехе мы показывали украшения? И они вот всякие разные делают, именно из серебра. Ага. И теперь вот начали делать из латуни. Они так красиво прям смотрятся. Вон там, посмотри, покажи, вон там сережки еще есть большие, огромные. Ага, начинается цена серебряных сережек от, я вижу, 3700. Это вот от 22 тысяч тенге. Что, идем дальше? Ага. Идем дальше. Я хочу показать узор Утум магазин. Это больше такой... вот, кстати, вот еще золотник есть. Посмотрите, посуда там. Посмотрите, как это я... Утык. Мы только что в Махтале кушали кетчах, вот этот с голубикой ди. Вот его делают вот такой штукой. Ага, ытыгынан ага, делают с помощью ытык, и он такой деревянный. 72 тысячи рублей. Это воллана, по этот ытык стоит 432 тысячи тенге. Так вот чороны. Помните, мы в дом Нарчи ходили, и там чороны были. И эти чороны были деревянные, а сейчас они тут серебряные, стоят 226 тысяч. Маленькая, 220. А большая как сколько стоит? 325 590. Давай большую, чем нам маленькая. Вот большой чорон серебряный стоит 1 953 000 тенге. Пожалуйста, вот так вот. Ну все так. Это магазин Золотник. Вот. Ух ты! Посмотри-ка. Тоже якутские сережки. Еще изделия из бивня мамонта. Ух ты. Стерхи 37 тысяч рублей. И, конечно же, куда без якутских ножей. Нож. Тут эта цена, но стоимость ножа 18 700 тысяч рублей. Это 112 тысяч тенге нож стоит. Вот ремень, кстати, еще спрашивали, я помню в комментариях, мужской ремень, сколько будет стоить якутский мужской ремень, это 208 тысяч рублей. Ага. В тенге он будет 1 250 000. Ух ты, это что, это тоже ремень, походу, да? Вот так вот. И этот янтарь, настоящий сертифицированный янтарь, шахмат. Вот посмотрите, еще тут вот у бивня мамонта тут стакан воды стоит. Чтобы он, влажность, по-моему, она... Что-то я такое слышала, мама так делала. Там влажность, она должна быть какая-то вот именно, и на каждой полке с бивня мамонта должна стоять вода. Тем более, не на весь стакан, главное, должна быть и наполовину. Мы зашли сейчас в узор Утум. Это, вы посмотрите, какая красота. Вот смотрите, так, теперь давайте мы... Примерно сколько стоит? От 208 тысяч рублей. Стоит Илинки Бихер. Это вот передний. Это 1 248 000 тенге. Помните, я вот на Исехе одевала передний и задний, и на голову. Это все было вот где-то стоимостью в 3 миллиона тенге. Ремни тоже показала, да? Посмотрите, красота. Также еще вот это более классические варианты украшений были. А вот, я так понимаю, это более современный такой стиль. Уже есть
камень, ага, уже есть какой-то вот какие-то узоры, ага. Это получается на пояс женский, ага, женский. Дальше показывай. Ой, я помню несколько человек прям оставляли комментарии о том, что хотят увидеть национальные украшения. И просили еще, кстати, в Инстаграме я делала еще этот опрос, ага, что показать. Сказали, что лучше, но хорошо бы показать кружало. Вот так вот. И конечно, там тоже ножи. Ух ты. Вот это показала Дика, я тоже, ты тоже показала. Вот этот узор у Том, ага. Тут моя мама вот из гор, вообще он же называется на якутском Огорутум. Ага, и мама вот в этом Огорутум покупала. Они именно специализируются на таких якутских украшениях. Заколки есть, вот посмотрите, там тоже. У меня вот такие сережки есть, типа чарона. Там покажешь, да, вот заколки. Ага, вон, видишь, 25 тысяч рублей заколки стоят. Заколка с этими вот вставками цветными, это будет в тенге 150 тысяч тенге. Ага, ну что? Дальше. Харасхала. Это обереги. Ага, обереги, которые многие носят. У нас еще что? Ну вот дальше идем. Это уже магазин Семях. Они вот тут в этом зале расположено уже сразу 3 точки. Ага, тут вот, пожалуйста, Семях Тертураллар тоже. Красота. 37 тысяч рублей. Все, по-моему, вот сколько национальных таких сережек, украшений не видишь, да? Они все какие очень разные, да? Такие нету как будто повторяющихся. Да? Что вы думаете по этому поводу? Да, такие есть. Это колечки. Вот посмотрите, это кольца. Кольца 5000 рублей. Ага, это получается 30 тысяч тенге стоит кольца. Так, это Уран-Саха магазин. Посмотрите еще тоже. Илинкевгердер. Красота. Ну и снова вот Харасхаллар. И в таком современном стиле исполнены эти Илинкевгер. Что еще? Я бы хотела еще показать этот. О, у меня такой есть. Ой. О, у меня такой есть. Я как ребенок. Но моя мама очень любит. Ага. Это сувенирчики, получается. Ага, все из серебра. Моя мама очень любит серебро, вообще якутские украшения. И видишь, там орел. Орел, да, или тугуел? Кури? Ага. Изделие с орлом. Сколько, интересно, этот орел стоит? Какой он красивый. Получается, моя мама очень любит вот такие изделия, ага, и хочет, чтобы это стало именно семейной реликвией. Поэтому она покупает и хочет оставить после себя. Кстати, я хотела еще сказать то, что есть, вот смотрите, в женском убранстве именно вот это браслеты. Это браслеты, каждая из них, их нужно одевать на каждую руку, и каждая из них стоит 48 тысяч рублей. Получается, это тенге 288 тысяч. Ага. Вот смотрите, что должно быть. Должно быть вот Илинкевгер передний, сзади Илинкевгер, обязательно бастынга, который тоже стоит немало денег. Ага. Обязательно вот такие браслеты. К сожалению, пока браслеты мама не купила. Такие браслеты на каждую руку. Вот, на запястье. И на пояс. Вот, посмотрите, вот еще пояс. Но у меня нету пояса, потому что у меня талии нету.
Ну все, вот платье показала, да? Платье лахтроди, ну курик манекен. Видишь, как красиво. Вот, видите, пояс стоит. Ага. А там у меня талии нет, поэтому у меня пояса не было. Мама так и сказала, слишком много серебра нужно для того, чтобы у меня был пояс. Дальше идем, это Саха Алмаз магазин. Ну, я постаралась все показать вам в Кружале, да. Ну, заходим в такие места, где что-то такое есть. Вот посмотрите, какое большое изделие. Мгм. Посуда. Смотри, посуда. Полностью из серебра. Как красиво. Вот. Все. Чтобы вы этот. Ой, там ножи, давай посмотрим потом. А так, можно сказать, ну, все уместить в один влог с достопримечательностями Якутска. А? Бриллианты Якутии, да? Кирилл-то? Ну, это будет, наверное, один из предпоследних, наверное, да? Все уместить в один влог не получится, слишком долго будет это все, потому что нам еще нужно посетить несколько мест. Ага. Ух ты, посмотрите, посетить несколько мест, и я не знаю, этот влог получится, не знаю, на часа полтора, наверное. Болун, да, ничего страшного, да? Ну да. Угу. Красота. Кури? А? Вот бриллианты. Кстати, когда я лежала в больнице в Питере, почему-то там думали, то, что у нас бриллианты просто вот так лежат везде, и мы ездим на оленях почему-то. И думали, что у нас дома из юрт. Я им рассказывала, то, что у нас двухэтажные, трехэтажные юрты. Сейчас мы пройдем к якутским ножам. Давайте посмотрим киоск прямо. И посмотрим, сколько стоят якутские ножи. Ух ты! У каждого уважающего себя саха должен быть нож. А они различаются, эти ножи, кстати, такие настоящие прям якутские ножи. Они очень просто выглядят, очень без никаких декоративных элементов. Они очень простые, но они в то же время очень-очень острые. Сейчас же, конечно, вот якутские ножи стали совсем разные. Они прям одна краше другой, можно сказать. С чехлами, там, с бивнем мамонта, там, с серебром эти ножи. Но, как сказать, настоящий саха, он... Ой, мама, покажи. Настоящий саха всегда поймет, где настоящий нож, ага, и как он должен выглядеть, потому что там прям они различаются. У меня тоже есть свой нож, ага, якутский, он настоящий, его сделал прям вот, я не знаю, какой мастер, мама мне говорила, но я уже забыла, к сожалению. Мы же не показали, сколько стоит. Мы такие эти... Обычный, давайте посмотрим, прям средний. Вот, смотрите, 9 тысяч, вот этот маленький, да, вот 13 тысяч рублей стоит. 13, я думаю, вот самый из них, вообще, якутский нож, да, он вот больше близок, вот этот, ага, 12 800. В тенге это будет стоить 76 800 тенге. Ага, вот так вот. Чехлы стоят около 3000 рублей. Это 3 на 6, 18 тысяч тенге. Ну, вот так вот в целом. И каждому ножу должен выдаваться сертификат о том, что это настоящий якутский нож, потому что и с ним вот вы имеете право выехать за пределы Якутии. Ну все, вот, пожалуйста, мы посмотрели с вами Кружало. Также есть сувенирная продукция, кстати, вот, можно показать, Ника. Угу. Тоже тарелки, ну как, везде и всюду. Вот очки, кстати.
5000 рублей, это где-то 30 тысяч тенге стоят очки. Это вот от ветра, соответственно, видите, там узкие вот эти глазки, да, это получается тут же, ну, как ветер, солнце, и вот эти очки помогали видеть. Да? Прикольно. Это Баянайди. Классно, красиво очень. Ну и, конечно, лошади. Тоже это символ Якутии, священное животное наше. Тоже как в Казахстане, да? Это такое воссоздание такого исторического облика Якутска. Тут все здания в деревянном таком стиле 19-20 веков. Конца 19-го, начала 20 веков. Ага. И здесь расположены кафе, рестораны тоже. Но вот в таком более деревянном виде. Так, дорогие мои, мы сейчас находимся, можно сказать, в центре Якутска. Ага, и за мной наш дедушка Ленин. Ага. Но не об этом сегодня. Давайте посмотрим, что здесь творится. С февраля этого года восточная часть площади Ленина называется площадью Республики. И эта площадь символизирует Алас. Для Сахалар Алас имеет сакральное значение. Что означает Алас? Это поляна. И эти аласы использовались для земледелия, выращивания овощей. И вообще Сахалар верят в то, что процветание земли зависит от отношения человека к природе и к труду. Давай еще пройдем вот сзади, да? Как я говорила, это вот своего рода алас. Ага. Газон сделан вот зеленый. Вблизи может казаться то, что просто какие-то камни. Ага. А на самом деле, вот я бы хотела показать с той стороны еще. Вот сзади это тоже что-то означает. Это земля, ага, под аласом, то есть под газоном. Это земля, и видите тут голубые вот это стекла, да? Это означает, что это вечная мерзлота. Ага. С расстояния это будет намного красивее, конечно, смотреться. Ага, тут узор есть, но вблизи это вот так выглядит, но тоже свое значение имеет. Вот каждый камушек, вот этот, который здесь расположен, он означает что-то. Земля, камень, мерзлота, потому что Якутия находится именно на вечной мерзлоте. И это тоже постарались реконструировать для площади Республики. Вот такая вот площадь. И, кстати, хочется тоже отметить то, что вот сзади этой площади вы видите детскую школу искусств, ага, в которой я училась на минуточку 6 лет. Ага, 6 лет я училась на домре, я умею играть на домре и на фортепиано. Вот, постскриптум. Ну и тут музыка играет, везде газончики. Красиво очень стало, ага. И тут надо пофотаться. Вечером вот эти серьги становятся играют красками. То есть это тут они светятся в цветах флага России и флага Республики Саха. А так было классно. Музыкальная композиция, конечно, была тут максимально якутской, а не дискотечной. Такой, такой комментарий и пожелание. Так, Достар, мы нашли ребят. Ага. Хочется спросить у вас, что вы знаете о Казахстане? То, что там очень красиво и вроде как влажно. И надо изучать английский больше, чем казахстанский для туристов, если туда поступать в колледж. И вкусная еда очень. Вкусная еда? Ты там была, да? Да. И в каком городе? Алматы. Ой, классно, мы оттуда как раз. И вот снимаем для наших подписчиков из Казахстана. Можете передать привет. Как вообще Алматы? Насколько он понравился? Что там, что ты делала? И вообще свой комментарий, свое мнение про Алматы и казахов. Как ты относишься к казахам? Какие они люди? Ну, я сама казашка немножко. Классно. И мне казахи очень нравятся. Они красивые и добрые. В Алматы очень понравилось, но было очень влажно, но все равно очень тепло было. Дожди немножко были.
Рядом с горами, ага, конечно. Ага. А тебе? Ну, они очень красивые, да, особенно их культура нравится. И еда в основном тоже. Еда вкусная. Да. Ага, ну круто. Ну, у нас какая-то связь все равно есть и в еде, и в культуре. Да. И вот мы снимаем различия и сходства. Спасибо огромное. Не за что. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Всё. Вам тоже. Я только что спросила у Ники, почему стоят ограждения, ведь это же прекрасно, чтобы вот на самом деле бегать по этому фонтану. Оказалось то, что да, было открыто, но кто-то поранился, что-то там порезал, и после этого вот поставили ограждение, и мы смотрим на фонтан. Вот так вот. Ну все. Так, ребята, мы сейчас вот поехали в сторону площади Орджоникидзе. Ага, и между ними вот расположен этот русский театр. Почему вот хочется вот тоже его отметить, потому что я хожу в этот театр, ходила, и очень мне он нравится. Это русский театр имени Александра Сергеевича Пушкина. Вообще его история началась в Якутске в 1891 году. И русский театр, его построили как раз в год начала войны в 1941 году. И вот это здание, которое вот мы проехали, да, оно было деревянным изначально. И он сгорел, и на его месте после вот уже войны в 1957 году было построено новое здание русского театра, ровно таким же, как он был вот в деревянном виде. И вот быстренько так проехали, но стоит тоже заметить, что один из таких театров, хороших таких театров, и мы сейчас едем на площадь Орджоникидзе, где расположен уже Саха-театр, и тоже о нем расскажем. И вот проезжаем центр Якутска, это проспект Ленина, где улица, проспект Ленина, торговый центр Республика, у нас тут еще деловой центр Столица, мэрия местная, вот, пожалуйста, кинотеатр Центральный, такое старое здание, но его сохранили, что очень, очень хорошо смотрится все равно, то, что его постарались сохранить. Также мы проезжаем, вот и тут 3 торговых центра расположены, тут остановка. И подъезжаем к площади Орджоникидзе. Все тут рядышком. Когда мы жили в Якутске, мы думали то, что ой, там так далеко, там и это. Нет, я сейчас за 1 час могу обойти практически весь город. И это все-таки другие расстояния, другие объемы. Так, дорогие мои, мы сейчас находимся на площади Орджоникидзе. До 1957 года эта площадь носила название площадь Ленина. И почему вот переименовали на площадь Орджоникидзе? Ранее, да, вот в начале где-то вот в 24-25 годах тут проводились митинги, сборы какие-то проводились. Тут прям вот, можно сказать, площадь таких несогласных людей была. И площадь названа в честь революционера Орджоникидзе, Серго Орджоникидзе, который работал фельдшером городской больницы, которая находилась вот за магазином Якутск, который вот сейчас на экране, да, и его путь на работу проходил именно через этот магазин, которая вот в будущем, можно сказать, стала улицей Орджоникидзе. Вот эта площадь теперь называется площадь Орджоникидзе. Вообще хотели назвать площадью Платона Аюнского, потому что Саха академический театр именно Платона Аюнского. Платон Аюнский, вот его памятник сзади находится. Платон Аюнский – это основоположник якутской советской литературы и стал жертвой сталинских репрессий. Его фамилия Аюнский – это вообще псевдоним, на самом деле его фамилия Слепцов. Аюнский означает Оюн, шаман. И вот он происходил из рода известного шамана по материнской линии, поэтому у него вот фамилия Аюнский так и осталась, псевдоним. Первую елку ставят именно на этой площади, на площади Орджоникидзе, и Чесхан приезжает, и тут прям этот праздник, я каждый раз называю сожжение елки.
зажжение елки, ага. И тут все в гирляндах. Это тут эти еще с глыбы льда вот разные фигуры есть. Фонтан закрывает, и все это в гирляндах. На самом деле очень-очень-очень-очень красиво становится. Вот такой площадь Орджоникидзе у нас. Если вам понравилось, и это вот последняя такая локация, где? Это последняя локация. Уже сколько? 5 вечера. И вот мы 6 часов посвятили тому, чтобы показать наш город Якутск, родной, любимый. Ага, и я думаю, вам понравится. Обязательно пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки. Даже если не поставите и не прокомментируете, я все равно продолжу рассказывать про свою жизнь. А мы до конца июля здесь находимся, и в следующий раз мы собираемся посетить музеи, да? Ага, музей Мамонта постараемся посетить. Также пишите, вот что интересно. Еще мы хотим поехать на сплав. Если вот вам интересно будет, тоже можем снять. Вот. И очень надеюсь, что день, который я посвятила этому влогу, рассказу о своем родном городе, вам понравится, и вы будете хотеть новые видео. Ну все. Рахмет за внимание. Саубулынздар, достар. Все, всем пока. Махтал. Покалар. Мы зашли в кальянную. Микрофон включен. Ага. Ну а что? Ага, сейчас желание нужно сказать в любом случае, потому что я его не успела сказать. Ничего страшного. Ага. В заведении не оказалось свечек, и взяли с мороженого. Ничего страшного. Я еще его откусила и до сюда. Нормально. Десерт вкусный. Так, ну что, сейчас я продублирую свое желание. Все. С днем рождения. Ой, вот. Спасибо. Я заказала коктейль «Алчность». Вот, празднуем, и скоро поедем уже в деревню и будем там работать. Так что, все, в принципе, что сказать, подытожим день. Ага, подытожим день. Мне очень понравилось вот так увидеть места. Это то, что запомнилось, это центр мерзлотоведения. Центр, я никогда не запомню. Центр. Царство вечной мерзлоты. Угу. Было вообще прекрасно, суперски. И посмотреть тоже медцентр, вспомнить Михаила Ефимовича Николаева. И вот вообще посмотреть такие значимые места. Было супер классно. Так что, если вам понравилось, не понравилось, пишите свое мнение. Ага, мы постарались в один влог вместить все. И мне очень приятно, что вы пишете, ага, даете обратную связь и восхищаетесь тем, что вот мы что-то постарались на эссейхе показать, да, восхищаетесь тем, что вот проделали такой путь. Это вообще очень, очень классно. Спасибо огромное, ребята, за то, что вы даете обратную связь этому влогу. Спасибо. Благодарю и всем желаю в свой день рождения. Я желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы вы никогда не сдавались, шли только вперед и вперед. Главное в этой жизни – заботьтесь о себе, о своем здоровье, а остальное должно получиться. Так что все, всем пока.